Я думаю, что проблема, которая есть у Национального банка Украины сейчас, это, очевидно, неправильная или плохо выстроенная коммуникационная стратегия. И когда представители рынка, когда экспертное сообщество, когда депутаты Верховной Рады хотели получить какие-то пояснения относительно того, что происходит с монетарной политикой, какие последующие действия и просто объяснение отдельно взятых шагов, которые делал Национальный банк Украины, я бы точно не трактовал как давление на Национальный банк страны. Я бы трактовал это как действительно проблемы в коммуникациях и в коммуникационной политике нашего Национального банка. Все-таки не забывайте, что мы живем в совершенно новых реалиях. И новые реалии таковы, что Украина, равно как и большая часть других стран, находится в таком двустороннем хуке. С одной стороны, у нас есть коронакризис, с другой стороны, у нас есть экономический кризис. А первое правило для любого центробанка любой страны в период кризисных явлений проводить высокоэффективную коммуникационную политику. Им надо было выходить чуть ли не ежедневно, если не несколько раз в день, для того, чтобы пояснять свои действия, для того, чтобы рынок не волновался, потому что рынок обычно волнуется, когда есть какие-то такие вот события в виде Мгм. таких, как, например, экономический кризис. Поэтому я точно утверждаю, что никакого политического давления на уже экс-главу Национального банка не оказывалось. Думать по поводу того, что у нас есть абсолютно незаменимая фигура, это тоже неправда. То есть любая фигура в государственном политикуме может быть моментально заменена.